Слушай, вот честно скажи, тебя когда-нибудь кто-нибудь в жизни обманывал? Ну вот вопрос, да, ну прям в тупик меня поставил. Ну, бывало, но это когда даешь кому-то в долг, там, друзьям или родственникам, и потом денег ты уже не видишь. Вот я к чему все веду, что смотри, даже ты, такой серьезный человек с опытом работы в МВД, и то пострадал от, будем говорить, слушай, мошенников. когда, деньги такая вещь, это прописная истина, что никому нельзя верить на слово, если дело о деньгах. Потому что на дурака не нужен нож. Ему с 3 короба наврешь и делай с ним что хочешь. И каждый раз наступает на одни и те же грабли. Каждый раз. Любой из нас когда-либо становился жертвой обмана. Тот, кто хочет ничего не делать, учит людей зарабатывать миллионы. Я ничего не делал, я еще раз повторюсь, я только читал книжки. Вы думаете, что вы там что-то зарабатываете, хотя ваши реальные деньги куда-то ушли? Любой из нас когда-либо становился жертвой обмана. Мошенники и сейчас знают 1000 относительно честных способов отъема денег у населения. Финансовые пирамиды, кредитные кооперативы, нелегальные брокеры. Вы думаете, они ушли в историю? Нет, живут и процветают, как ни в чем не бывало. Ведь мы сами продолжаем нести им свои деньги. История МММ и прочих хоперов, которые потрясли Россию в 90-е, как выясняется, ничему не научила наших граждан. Они по-прежнему лелеют мечту быстро разбогатеть на халяву. И всегда находится тот, кто предложит таким доверчивым людям закопать свои последние 5 золотых монет на поле чудес. Как разводят клиентов финансовой организации, как распознать обман и не поддаться на психологические уловки. Об этом сегодня мы с Ириной Моториной, нашими гостями, поговорим в студии. Но сначала посмотрим сюжет, подготовленный нашим корреспондентом. Здесь комната бабушки, она сейчас лежит, отдыхает. Ей 84 года. Уфимка Эльвира Камалетдинова показывает свою квартиру в Демском районе. Здесь она живет со старенькой матерью, дочерью и сыном. Для семьи это единственное жилье, но скоро они рискуют оказаться на улице. Печальная история Эльвиры началась еще в 2017 году. Женщина осталась без работы. Я не могла найти работу, и вот по объявлению в Авито обратилась в организацию ООО «Старт». Кстати, она находилась рядышком, там, где раньше я работала. Эльвиру взяли брокером на стажировку. Вскоре работодатели убедили женщину, что у нее явный талант к биржевым сделкам. Предложили открыть от лица фирмы собственный счет на рынке ценных бумаг. Отсутствие денег не беда, заверяли трейдеры. Можно взять кредит. Женщина утверждает, ее практически за руку привели к проверенному кредитору. Они, свели меня с ООО «Генкредит». Сказали, что у нас есть проверенный инвестор. Вы берете под залог имущества своей доли 1 миллион, там 200 тысяч посредникам, 200 тысяч на обучение, остальное пополняем счет до 10 тысяч. На биржевом счету Эльвиры оказалось около 600 тысяч рублей. За полгода Уфимка увеличила сумму втрое. Решила снять часть денег, но кураторы сказали рано. Последняя сделка привела Эльвиру к полному краху. Трейдеры лишь разводили руками. Такое бывает. Но Камалетдинова считает, ее деньги просто похитили. Выяснилось, что пострадавшими по аналогичной схеме себя считают еще несколько десятков человек. Приглашали на работу. Администраторы, менеджеры, экономисты, бухгалтера, все практически были. Так я подумала, что, может быть, новая компания открывается. Ольга Алексеева тоже долгое время искала работу и очень обрадовалась, когда прошла собеседование. В отличие от бухгалтера Эльвиры Камалетдиновой, Ольга с образованием педагога вообще не понимала, о чем идет речь на подготовительных курсах. Тем не менее, трейдерам удалось уговорить девушку выйти на биржу, предварительно оформив на себя 4 банковских кредита. Не знаю, как получилось, но так получилось, что они меня уговорили. Какому-то человеку позвонили, он представился Дмитрием, и мы поехали по банкам с этим человеком. И этот Дмитрий, он всегда говорил, что заходишь в банк, он со мной в банке не заходил, заходишь в банк и заходишь к конкретному человеку, он тебя уже ждет. Общая сумма банковских займов превысила 1 миллион рублей. У Ольги игра на бирже не заладилась сразу, счет резко пошел на спад. Один из руководителей предложил за дополнительную плату выправить плачевную ситуацию. Вот документ, по которому трейдер за свои услуги получил от Ольги 50
тысяч рублей. Но за 2 недели он мне не поднял. Он мне за неделю просто до нуля его опустил, этот счет. Самые активные несостоявшиеся брокеры объединились и пришли в новый офис уже новой трейдерской компании, но со старыми и хорошо знакомыми им руководителями. Вы знаете этих людей? Ну, мне знакомы эти люди, да. А вы знаете? Конечно, знаю. Рублев, конечно, знаю. Рублев, Семин, деньги верните. Обещанные. Обещанные деньги. Ну, как какие? Какие Которые вы обещали. Разговор не сложился. Претензии людей явно раздражали руководителя. О каких деньгах идет речь, он якобы не понимал вовсе. Вы сейчас пришли как стадо просто коров, и мне здесь орете и пытаетесь что-то доказать. Вы нас довели до такого состояния. Вы сюда ко мне в офис приходили, я директор этой компании. У нас есть доказательства, что брали. Ну, раз доказательства у вас есть, то идите с этими доказательствами в нужные места. Это Виталий Семин. Молодой человек проводит тренинги на тему, как без труда стать богатым, играя на фондовых рынках. Сам он, по его же собственному признанию, пришел на биржу от безделья. Я ничего не делал, я еще раз повторюсь, я только читал книжки, просто плевал в потолок. Вот такое королевство кривых зеркал. Тот, кто хочет ничего не делать, учит людей зарабатывать миллионы. Тот, кто хочет трудиться, остается в долговой кабале. Причем очередь желающих заработать в так называемым трейдером не иссякает. В парадоксальной ситуации продолжает разбираться наш корреспондент. Ни с чем пришли, ни с чем ушли. В предыдущий раз от трейдеров они уходили с огромными долгами. За 15 минут нашего пребывания в офисе сюда непрерывно приходили люди в поисках работы. График собеседований расписан поминутно. Вот как часто вы приглашаете людей? Вот я так понимаю, вот это вот списки на собеседование, да? Все правильно? Да? Как рассказывают наши герои, первый вопрос работодателей здесь – зачем вам деньги? И у всех, с кем мы общались, в жизни серьезные проблемы. У одной женщины нет своего жилья, другая жила в недостроенном доме. У Эльвиры Камалетдиновой серьезно болеет дочь. Ей постоянно нужны дорогостоящие лекарства. Получается, что именно на человеческом горе и играют на этой бирже. Мне нужны деньги, в первую очередь, для лечения дочери. Да, моей дочери необходимо лечение, хоть она ведет, так, в принципе, нормальный образ жизни, но для поддержания этого нормального образа жизни ей необходимо периодически проходить лечение, для этого нужно принимать препараты. Сейчас все несостоявшиеся миллионеры бесконечно обивают пороги правоохранителей и судов. Их коллективные и отдельные заявления о деятельности трейдеров лежат в нескольких отделениях полиции Уфы. С заявлением о том, что в отношении нее совершены мошеннические действия, Уфимка обратилась в отдел полиции номер 4 города Уфы. Сейчас по этому заявлению полицейские проводят необходимую проверку, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение. По мнению экспертов, подобные истории требуют тщательной масштабной проработки для привлечения предполагаемых махинаторов к ответственности. Однако лучше стараться выявлять подобные факты в рамках системной профилактической работы. Я бы порекомендовал правоохранительным органам, во-первых, идти в ногу со временем, отслеживать все такие возможные появления таких организаций и пресекать их в зародыше. Взаимодействовать с контролирующими органами, организациями, которые действуют на рынке легально и на прозрачных условиях для граждан. И в-третьих, обратиться к практике других стран, которые имеют опыт в расследовании и раскрытии подобных преступлений. Эльвира Камалетдинова также обратилась в суд о признании ряда пунктов договора займа недействительными. Ее представитель считает противоречивыми законодательству и элементарному здравому смыслу отдельные требования кредиторов. В официальном реестре микрофинансовых организаций Банка России организация не состоит. Те фирмы, которые осуществляют подобную деятельность и не состоят вот в таком реестре и не имеют статус микрофинансовой организации, деятельность таких фирм является незаконной и подлежит прекращению. Из официальных источников, полученных из официальных сайтов районных судов города Уфы, следует, что эта организация, обсуждаемая, регулярно выдает займы гражданам и регулярно обращается с исками в суды о взыскании задолженности по займам, что говорит о ее профессиональной деятельности. А мой доверитель Камалетдинова от возврата займа-то никак не отказывается и идет навстречу и всячески пытается погасить эту задолженность и снять с себя этот груз. Кроме того, представитель заемщика отмечает несогласие со стоимостью залога. Трехкомнатная квартира за 1 миллион. Мы попытались прояснить ряд озвученных вопросов у кредитора, но от комментариев там отказались.
Мы в студии программы «Честно говоря» обсуждаем истории и технологии обмана. Безусловно, у ловкачей есть 1001 способ отъема денег у доверчивых граждан. Как не попасть в сети финансовых манипуляторов? Обсуждаем сегодня эту тему с нашими гостями. Итак, Наиль Габидуллин, заместитель начальника отдела безопасности и защиты информации Башкирского отделения Банка России. Габдулла Хамитов, руководитель Ассоциации бизнес-тренеров Республики Башкортостан. И Ильсуяр Кутлаева, соискатель должности в трейдерской компании, которая считает себя потерпевшей от их действий. Ну вот за какие ниточки нас дергают вот такие манипуляторы, вот такие мошенники? Ведь времена меняются, истории меняются, технологии новые, а вот способы одни и те же получаются, да? Вас за что потянули? Как вы попались вот на их удочку? Я искала работу по средствам интернета и везде, то есть резюме раскидала по все. И там началось с того, что когда я пришла, вот мою кандидатуру рассмотрели, и мне сказали подойти 28 марта 2018 года на собрание. Я прихожу на собрание и начали рассказывать о валютном рынке. Но меня вообще это как-то не возмутило первоначально. Я даже никаких не было сомнений и удивлений. Сомнений первоначально немного, может, проскочило где-то обратно, то есть лохотрон. Но тут встал один мужчина, он говорит: да вы мошенники. Вы мошенники, вы, говорит, уже достали. То есть он просто с хлопотом дверью там... Он встал и вышел? Встал и вышел, да. У вас не было желания последовать его примеру? Ну, я так подумала, что, наверное, раз это так, надо, наверное, отсюда уходить. Ну, остались? Ну, осталось, да. Мне интересно стало, что же дальше. Нет, осталось почему? Потому что тут же встал вот этот Рублев, Семин, который, и говорит: да вы что, у нас тут по трудовому кодексу социальный пакет, я вам гарантирую, я вам честно говорю, все, то есть как есть. Габдулла Хамитович, это что, такая манипуляция? Ну, это классика? Обычное воздействие, если вот кто-то что-то говорит, а второй резко этому возражает, то срабатывает эмоциональный мозг. Эмоциональный мозг в 4 раза быстрее логики. И поэтому Ильсуяр, скорее всего, поддалась. Ну раз он так уверенно говорит, значит правда. И критика отметается. А почему все-таки вот столько лет это живет? Технологии обмана ничему нас не учат. Здесь несколько причин. Первая причина – это убеждение людей. Вот почему нарушаются правила техники безопасности, происходит несчастный случай, потому что у всех установка. Это случается с кем-то другим. Криминальные истории, вот в том числе и по вашему каналу, это с другими, а я, слава богу, у меня все хорошо. Второе, как было показано, бывает, действительно человек прижало, и от безысходности человек хватается за соломинку. За любые способы, вот которые им предлагают. Третья причина может быть в том, что человек думает: то там, то тут выигрывают, там миллионы, а почему бы и мне не выиграть, ничего не делая? Вы тоже можете ничего не делать и тоже получать желание халявы такой? Да, совершенно верно. Не просто желание халявы, а еще и демонстрация, что вот можно это возможно. Наиль, скажите, пожалуйста, насколько легально действуют такие вот организации? Действительно, нужно вначале понять, с какой организацией ты планируешь взаимодействовать. Речь идет о финансовых взаимоотношениях. Да? Тогда человек должен четко убедиться в том, что эта организация является финансовой. Для этого нужно зайти на сайт Банка России, перейти по вкладке «Проверить участника финансового рынка» и забить ее наименование. Я уверен больше чем на 100%, что перечисленных организаций в реестре Банка России нет. То есть у этих организаций нет и нет также и лицензий Банка России. У них должна быть лицензия для осуществления такой деятельности? Для того, чтобы осуществлять деятельность по торговле ценными бумагами, валютой, должна быть у организации лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Названная в сюжете организация в этом не обладает такой лицензией. Да? Потом была названа другая организация, которая выдала займ для сопровождения, скажем так, этой деятельности. Да? Указанная организация, она также не состоит в реестре микрофинансовых организаций Банка России. Это как минимум надо на проверять. этом этапе уже очевидно, что эти две организации не являются легальными участниками финансового рынка. Уже должны возникнуть вопросы. Да. У нас возникают время от времени подобные истории, когда на нашем региональном финансовом рынке вдруг появляются некие нелегальные финансовые организации. И когда мы начинаем анализировать эту ситуацию, выясняется вдруг, что ни один из клиентов этой организации ни разу не обращался в Банк России. То есть вот
недавний случай, значит, с крахом потребительских кооперативов, да, то есть мы посмотрели у себя по своим базам данных, ни один из пайщиков данного кооператива ни разу не обратился в Банк России и не спросил нас о том, является легальной эта организация или нет. Вы главный контролирующий орган на финансовом рынке, так? Банк России. Вы какие-то меры реальные, конкретные можете предпринять вот к таким участникам, нелегальным участникам рынка? Для нас главной задачей Банка России является выявление подобной организации и передача указанной информации в правоохранительные органы. Да? Банк России осуществляет надзор только за легальными участниками рынка. Это кредитная организация и некредитная финансовая организация в соответствии с законом. В момент появления организации ее мысли известны только ее бенефициарам. То есть на этапе регистрации ее в налоговой инспекции понять, что эта организация заранее запланировала обмануть тысячи или там сотни людей, об этом, естественно, никто не знает. Да. Поэтому это можно понять только когда она начинает свою деятельность и когда какую-то деятельность можно проанализировать. Но это наша такая традиция в нашей стране или, в общем-то, это по всему миру? Нет, это общемировая практика. Проблема. Но в отличие от автомата, вовлекающая сторона, она знает, к сожалению, психологические приемы, они очень просты. Первый – это секрет Сократа. От человека получить 3 «да». Вы хотите получить работу? Да. Вы хотите, чтобы она была честная? Да. Вы хотите зарабатывать по-белому? Да. Вы хотите, чтобы получил социальный пакет? Да. А дальше уже Ильсуяром можно крутить все, что угодно. Цыганский гипноз тоже на этом основан. Ильсуяр, скажите, пожалуйста, вот вы же не одна, да, считаете себя потерпевшей? У вас же сколько там человек? Вот сейчас я набрала 12 человек. То есть как получилось? Я поняла, что уголовное дело, если я одна буду, не заведут. Я начала собирать команду таких же людей. Вот когда вы поняли, что вас обманули, на каком этапе? Когда поменялся стиль общения? Или когда пошли уже конкретные деньги? Когда мне сделали маржин-колл и меня начали водить за нос. Вот тогда я поняла, что меня обманули. Я прошла уже у них стажировку, я им понравилась, все, мне сейчас предлагают должность. Они вам сказали, что вы им понравились? Да, то есть все. Вот так сформулируем, да? Да, то есть у меня должность, все, мою кандидатуру рассмотрели, Уфа прям за там, но в Москве небольшие там нюансы, мы сейчас определяемся, дайте нам свою трудовую книжку. Да, это очень похоже не как по маслу, а специально создают иногда еще препятствия. Ну, например, вот я принес книгу «Мошенничество в России», оно уже более 200 лет существует. Я Ильсуяр говорю, посмотри, пожалуйста, какая хорошая книга, тут видишь, вот оно очень интересное, и ей опять даю, и она опять тянет, я опять отнимаю, и только на 3-й раз даю. Если бы я с 1-го раза дал, было подозрение. Ну вот зрители у нас вообще должны понять, да, о том, что никакая динамика валютного рынка, там вот эти вот слова про margin call, там и про динамику валютного курса, она на самом деле не имеет никакого отношения к этой истории. Это просто терминал, то есть отдельно взятая игровая программа, в которой осуществляются некие действия. Они осуществляются не с деньгами, а осуществляются с игровой валютой, с кристалликами какими-то. Это да? просто игровой автомат. Денежные средства, они живут, те, которые перечислила Ильсуяр, отдала в эту историю, да, они живут своей собственной жизнью. Они перечислены были на совершенно другой счет, который вот к игровому пространству, к этому никакого отношения не имеет. И зрители должны это понять. В этой истории никогда не будет победивших, значит, победителей. Побеждает только казино. Выигрывает всегда казино. Да. Бенефициары вот этого бизнеса будут победителями, если их не посадят. Есть реальные деньги, это один кошелек, и есть игровая валюта, в которую вас втягивают. И вы думаете, что вы там что-то зарабатываете, хотя ваши реальные деньги куда-то ушли. Спасибо, мы продолжим разговор через несколько минут. Главная задача любого афериста – сделать человеку такое предложение, от которого тот не сможет отказаться. 8 лет назад наш земляк и дважды ранее судимый предприниматель Евгений Сундуков сформулировал свое предложение так. «Хотите взять чужие деньги на время и не отдавать свои навсегда?» Так появилась финансовая компания «Древпром», офисы которой усеяли не только Уфу и Башкирию, но и соседний Татарстан и Оренбургскую область. От клиентов не было отбоя, а через 3 года после основания пирамида рухнула. Под ее завалами осталось почти 10 тысяч человек. Подробности в нашем материале.
Мы готовы полностью погасить ваш кредит в среднем за четверть от его стоимости. Реклама древпрома о сверхприбылях заполонила в 2011-2014 практически все СМИ и уличные билборды. Его сотрудники объясняли: и ваши долги вернем, и себе на хлеб заработаем. Только финансовые эксперты с первых дней твердили, что это финансовая пирамида, и крах неизбежен. Может получиться так, что эта структура, естественно, может по каким-то причинам отказаться от исполнения, значит, этих обязательств, и человек останется перед тем фактом, что он дал деньги наличные прямо этой организации, и он все-таки остается заемщиком по своему кредитному договору. Так все и произошло. В 2014 году выплаты по кредитам прекратились. Клиенты вереницей потянулись к офисам. Их уверяли, все в полном порядке. Следом пришли полицейские. Обыски прошли во всех отделениях организации и в домах основных фигурантов. Перед главным офисом арестовали целый автопарк дорогостоящих иномарок, почти 50 машин. В квартире предполагаемого организатора Евгения Сандукова следователи изъяли массу ценностей: наличные деньги в разной валюте и драгоценности. Их происхождение ранее уже судимый за мошенничество мужчина даже не пытался объяснить. В какое время вы получили такую сумму денег? Как вы говорите, Недели за полторы, наверное. Недели за полторы? Да. Вот такую сумму? Да. Пирамида рухнула, халява кончилась. Евгений Сандуков был арестован и до сих пор находится под стражей. Началась масштабная работа следователей МВД. Только официальных документов изъято более 700. Все это необходимо было изучить и оценить. Свидетелей свыше 10 тысяч. А у людей тем временем пошли просрочки. Да, мы взяли займы, да, мы ему благодарны. И очень сильно благодарны. И многие низкий поклон ему. Это кадры 2014 года. Люди вышли на стихийный митинг в поддержку Сандукова. Удивительно, но факт. Несчастные обманутые люди требовали освобождения организатора своего обмана. Они всерьез считали, что именно арест Сандукова и вмешательство полиции препятствовали дальнейшим выплатам по их кредитам. Следствие длилось почти 2 года. Сейчас дело рассматривается в суде Стерлитамака. На скамье подсудимых 6 человек. Их обвиняют по статьям мошенничества, организация преступного сообщества, отмывание денежных средств. По результатам рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель просил суд признать обвиняемых виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Организатору преступного сообщества Сундукову это 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Для остальных участников данной преступной группы прокурор попросил также лишение свободы от 16 до 17 лет в колонии общего режима. 5 долгих лет длится эта финансовая криминальная история, и потерпевшие до сих пор не могут вернуть свои деньги. На развалинах пирамиды появилось огромное число новых дельцов с предложением вернуть вложенное в древпром. И самое печальное, что такое же огромное число людей готовы снова купиться на этот очередной развод. И вновь возвращаемся к обсуждению психологии и технологии обмана. Давайте подведем итоги разговора. Ваши советы, как обезопасить других от подобных схем, от подобных манипуляций? Совет от каждого из вас. Давайте на своем опыте. Во-первых, если вам говорят, что не надо смотреть отзывы и им верить, обязательно смотрите отзывы каждой компании. Второй момент. Обязательно посмотрите ЮГРИЛ компании, фамилию, имя, отчество человека, который вас приглашает на работу. Забейте, загуглите в интернете. Но вот даже вы, сидя в одной студии, не начали вот с того шага, о котором говорил Наиль. Зайдите на сайт Банка России и посмотрите, есть ли там в реестре эта псевдофинансовая организация. Да. С этого нужно начинать, с этого. Если с вами начинает беседу и получает от вас «да», или ваши 3-4 согласия, то уже насторожитесь, что-то тут не так. Вот это первое. И второе. Как только вы себе сказали «все, им можно доверять», значит, что вы попались на крючок. На самом деле у нас сейчас на нашем финансовом рынке выявляются в основном такие виды мошенничества, как финансовая пирамида. Значит, вот это по-прежнему актуально? Это по-прежнему актуально, да. И у нас даже вот история этого первого полугодия, да, и у нас
крах произошел группы потребительских кооперативов, где более 1000 пайщиков потеряли очень серьезную сумму, превышающую $1 миллиард рублей. Скажите, у Банка России, у башкирского отделения есть реальные рычаги пресечения данной незаконной финансовой деятельности? Да, есть. Мы выявляем подобные организации различными способами. Да, у нас есть телефоны горячей линии, у нас есть интернет, адрес, на который граждане могут обратиться и направить информацию в отношении какой-либо организации. И проанализировав эту информацию, мы передаем ее, можем передать ее в правоохранительные органы, если увидим, что организация действительно является нелегальным участником финансового рынка. Вы опять с книгой в руках. Вы ее продаете? Нам. Нам? Нет, я хочу сказать, что вот те, которые действительно хотят быть бдительными, есть отличная книга, называется «Мошенничество в России». И здесь 1000 способов, как уберечься от аферистов. Потому что они есть во всех областях. Спасибо вам за честный разговор. До свидания. Слушай, Ирина, ну вот сегодня мы такие истории рассказывали, да, и обсуждали. У тебя какие вот чувства остались, ощущения? Честно, очень жаль этих людей, этих женщин, которые последние унесли. Не знаю, по-человечески просто жалко. Не, ну понятно, что по-человечески их жаль. Но сколько можно говорить людям уже несколько десятилетий, да, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ну вот, понимаешь, людям свойственно верить в чудеса. Вот ждут они эти 200%. Понятно, но не надо путать чудо и халяву. Это разные вещи. А тут еще, знаешь, какой момент удивительный? Каждый думает, что это его не коснется, вот эта проблема. Что его пронесет. Да, с кем-то, но только не со мной, а я успею заработать. Вот еще психологический момент такой интересный. Слушай, ну, надо же понимать ответственность свою, когда ты несешь последние деньги. Они же последние деньги несли, взаймы брали. Ну, я очень надеюсь, что нас услышат, посмотрят, и вот таких жалких историй просто не будет. Слушай, ну, если хотя бы десяток человек после нашей программы не пойдут отдавать последние деньги вот этим комбинаторам, да, уже будет хорошо. Уже будет замечательно, очень надеюсь. Будем на это надеяться. Мы не судьи и не следователи, чтобы давать современным финансовым комбинаторам юридическую оценку. Но оценку морально-этическую дать можем. На их фоне незабвенный турецко-подданный Остап Бендер просто благородный рыцарь. Он разбил сердце несчастной вдовы Грицацуевой, но из имущества взял только стул. Вытягивать последние деньги у матерей-одиночек с больными детьми он бы точно не стал. Как-то это не по-людски. Как говорится, Бог им судья. Хотя может появиться в этой истории и судья настоящий, тот, который в мантии и при появлении которого все встают. Смотрите нас на канале БСТ, берегите себя и своих близких и не дайте себя обмануть.